Здравствуйте, я Алиса Муратова. В своем видеоблоге в канун 30-летия независимости Казахстана я исследую одну из уникальных достояний нашей страны – мультикультурность, объединенную единым шанараком. И сегодня у нас знакомство с ингушской диаспорой. Ингуши – один из коренных народов Кавказа. С конца XIX века и по сей день входят в состав сначала Российской империи, а теперь современной России, но уже на правах самостоятельной республики в составе общей федерации. Первую массовую миграцию этнос пережил в 1944 году. С тех трагических дней насильственной депортации и берет свое начало история ингушской диаспоры Казахстана. Свою вторую родину часть этноса даже отказалась покидать в 50-е, когда этот народ был реабилитирован и ему разрешили вернуться на его исконные земли. А на заре казахстанской независимости республика принимала уже добровольно прибывающих сюда ингушей. Они бежали из зоны осетино-ингушского конфликта. Этнокультурные центры казахстанских диаспор оказали в тот момент экстренную помощь не только семьям беженцев, но и отправляли одежду, продукты и медикаменты на Кавказ в зону вооруженных действий. В 1994 году ситуация с потоком беженцев-ингушей повторилась с началом войны в Чечне. Сегодня в ингушских культурных центрах Казахстана проводятся уроки родного языка, занятия по культуре, традициям и национальному танцу. А в Боровом, в детском лагере Окжетпес, бесплатно отдыхает подрастающее поколение диаспоры, в первую очередь те, кто отличился в учебе и художественной самодеятельности. Этнос дал Казахстану выдающихся деятелей культуры и искусства, литераторов и спортсменов. Что помогает представителям диаспоры добиваться столь разносторонних успехов в современном мире, узнаем из первых уст. Пожалуйста. Салимет-сизбе, Давид Абдуллаевич. О, салимет-сизбе, Алиса. Давид Костоев – один из первых тренеров международного класса суверенного Казахстана. Под его руководством команда наших боксеров триумфально выступила на первых для независимой республики соревнованиях мирового уровня. Тогда, в 93-м, подопечные Костоева привезли из Бангкока 6 золотых медалей и кубок за первое командное место. 30 лет Давид Костоев был тренером молодежной сборной Казахстана по боксу, заложив прославленный имидж казахстанской школы этого вида спорта. Среди его воспитанников 27 призеров мировых кубков, а это практически все олимпийские чемпионы страны. Легендарный Геннадий Головкин, будучи юниором, тоже занимался у Костоева. Сегодня Давид Костоев – вице-президент Алматинской федерации бокса. Он по-прежнему занимается отбором кандидатов в молодежную сборную города. Давид Абдуллаевич, вы много лет отдали воспитанию юниоров, многие из которых впоследствии стали чемпионами с мировым именем. Это что, ваш личный секрет какой-то? Вы знаете, никакого секрета нету, просто есть желание, чтобы дети выросли настоящими боксерами. Но для того, чтобы этих детей набрать, нужно иметь глаз. Вот боксеры боксируют, кто-то такой тренер, как я, смотрит на них и ничего в них не видит. А я смотрю и вижу то, что заложено в них. Вот 90-е годы, уже трудные года, развал Союза Советского. Мы стали суверенным государством в 91 году. У нас должна быть своя школа, собственная. Что для этого делать? Надо все начинать сначала. И вот я начинал ездить по всем аулам нашим. Цели моей поездки были то, чтобы где-то там выискать там талантливого мальчика. Вот, к примеру, допустим, в Чемкенте проводится турнир. Такой рядовой турнир. И вижу, боксирует мальчик. Боксирует мальчик с узбеком. Ну, ничего в нем такого нет абсолютно. Ну, никто не проверяет. Но я в нем увидел прям чисто геометрическую фигуру. То есть шаг влево, шаг вправо. Вот как вот они вот все боксируют, они, видите, они двигаются. А он не двигался. Он просто ходил раз, раз. Удар идет, он ушел, удар пошел мимо. Я подвожу этого мальчика, приглашаю к себе.
говорю, как тебя? Он говорит, меня зовут Курлабек, фамилия Бухаров. Я, говорит, из села, говорит, Карагурт под Чимкентом. Я говорю, слушай, говорю, я тебя хочу забрать с собой в сборную команду. И тут же на турнире еще и Джаксибаев Батыхан. Вот, короче, этих двух мальчиков беру себе в команду. Мы едем на чемпионат Азии, в Таиланд или в Бангкок. Они становятся чемпионами Азии по молодежи. Тот же Ильюсинов Данияр. Вот он ему сколько было? 16 лет. Я его привез в Стамбул. В Стамбуле он стал чемпионом мира по юниорам. Больше ударов! Я знаю, у ингушей есть такая известная поговорка: не трогайте одинокого волка, рано или поздно на его вой прибежит целая стая волков. Это, видимо, как-то связано и с законами гор, и с традициями кровной ответственности. Но в Казахстане ваш этнос точно не кажется воинственнее прочих. Нам, конечно, вот в том плане, что вот мы живем в Казахстане, где все доступно, будь ты человеком хорошим, если ты хочешь там что-то сделать приятное для нашего общества, государства, пожалуйста, все верят в тебя. Тебе не для разговоров. Поэтому каждый на своем поприще делает то, что он может делать. Сейчас же я делаю то, что я мог делать. Я сделал очень много для нашей республики, для нашей страны. Само по себе мы соблюдаем и свои законы, потому что у нас законы есть такое название СДЛ, это значит вежливость друг к другу. Это мы соблюдаем. Но я говорю к тому, что у нас есть вся возможность заниматься тем, что ты можешь, чем ты хочешь заниматься. В нашем центре культурно мы стараемся привлекать как можно больше молодежи, для того, чтобы она знала все наши традиции. У нас очень много кружков там в нашем центре. Мы учим их танцам, языку ингушскому. Каждый год мы проводим, 23 февраля проводим День памяти депортированных народов Северного Кавказа. В 2019 году исполнилось 75 лет со дня, как нас депортировали из Ингушетии в Казахстан. Много было народу, много было молодежи, были гости, приехали люди из Ингушетии, из Казахстана. Были много людей разного национальности. И ни одно мероприятие или памятные даты этноса не обходится без его главной мастерицы. Ведь Фатима Арчакова – главная хранительница традиций национального ингушского костюма и не только его.